Выплаты за отстрел волков в Коми продлили до 2024 года. Об этом заявил глава республики. Такая форма поощрения охотников оказалась эффективной, и отказываться от нее регион не планирует. Тем более, что волки уже начали заходить в населенные пункты. О сложной волчьей проблеме Евгений Стокос. Игорь Вихрестюк – волчатник, то есть охотник на волков. Он искренне уважает этих умных и благородных хищников и продолжает удивляться их находчивости. Начал осваивать он это сложное ремесло около 3 лет назад. И наткнулся я на волков совершенно случайно. То есть я занимался медведем. Однажды вот по такому снегу приехал на приваду и обнаружил просто несметное количество волчьих следов. И тогда вот я именно заинтересовался. Первый год, конечно, он был такой сложный. Больше такой вот, просто я что-то там пытался понять и так далее. Много меня там они обманывали. Со временем пришли и успехи. В этом сезоне у Игоря уже есть несколько трофеев. Признается, охота на волков – дело затратное, да и хобби такое ради денег не заводят. Волк же не лось, мяса с него нет, а шкура в лучшем случае стоит в районе 5000 рублей, если покупатель найдется. Выплату в 20 тысяч за шкуру волка от республики Игорь называет приятной мелочью. Все-таки хищников он ловит для себя и своих денег тратит несоизмеримо больше. Капканы, петли для траппинга, привада, поездки – всего не компенсируешь. Одно дело, если вы, допустим, живете где-то в деревне, да, и волки у вас там ходят под носом. Соответственно, какие у вас расходы, да, вы там вышли, там кружок сделали вокруг деревни, там что-то для себя поняли и продолжаете. А человеку, допустим, как я живу в городе, уезжаю за город. Я делаю ведь это постоянно, то есть, так скажем, вот этот мониторинг, да, о котором я говорил, то есть мониторинг зверя нужен постоянный для того, чтобы ты понимал общую картину. Если ты не будешь эту общую картину понимать, ты его просто не поймаешь. Серых или их следы этой зимой уже видели в нескольких районах Коми. В Сосногорском, Карткиросском, Троицко-Печорском, Сыктывдинском, Усть-Вымском районах и недалеко от Ухты. Без жертв среди лучших друзей человека не обошлось. Собаку растерзали в Зеленце и в Кайтыбоже, Вайкино и в Ухте. Список неполный. Причем все нападения или недалеко, или внутри населенных пунктов. В Минприроды говорят, сейчас единичных случаев выхода волков к людям, к сожалению, не избежать. Как только падает численность лося, серые сразу устремляются к деревням, а волков в Коми сейчас слишком много, больше 1000, но так было не всегда. Начиная где-то, наверное, 16-17 года у нас в республике произошел резкий всплеск численности волка. Резкий, то есть от где-то там 600 особей было, да, до 1600 особей. Представляете, какой был всплеск? Но это было связано с тем, что волка практически не добывали. Нам необходимо довести численность волка примерно где-то в те же рамки 600-700 особей в республике. Тогда проблем не будет. Когда популяция выходит из-под контроля, последствия ужасают. За примером массового истребления собак лесными хищниками далеко ходить не надо. Вспомнить хотя бы историю в Пажге в 2018 и 2019 годах. Там волки обнаглели до того, что ходили по селу прямо под фонарями и таскали питомцев с цепей одного за другим. Благодаря местным активистам, а затем решению правительства о введении поощрительных выплат охотникам за шкуру волка в 20 тысяч удалось перевернуть положение. В период, прямо начиная с лета по конец зимы, то есть это практически круглогодично, у нас пропадало, доказано, что это были волки, до 100-150 собак. То есть это очень много. Мы добились выдачи бесплатных лицензий конкретно для наших населенных пунктов, там Пажга, может быть, как-то Ибза, в общем, для Пажги добились. И потом я уже узнал через некоторое время, что в правительстве приняли решение о назначении вот этих выплат. С тех пор жители Пажги выдохнули. Кроме единичных случаев, волки их больше не беспокоили. К слову, Сыктывдин сегодня вообще один из лидеров по добыче волка, наряду с Прилузским, Сысольским, Кайгородским и Карткиросским районом. А лидеры Усть-Целемы. Каждый год в этом муниципалитете добывают более 30 шкур. Поощрение за добычу оказалось эффективным. Если за 2019 год в Коми добыли 147 волков, в 2020-м уже почти вдвое больше – 256. Про 21-й говорить рано, впереди еще декабрь, но больше 214 серых уже добыто. Оттого понятно недоумение охотников, когда появилась информация о том, что рублем за шкуру волка Минприроды больше поощрять не будет. Мол, на 22 год средства в бюджет не заложены. Опроверг ее лично глава Коми.
Вот мы исходили из того, что 250 волков по 20 тысяч за волка, вот они 5 миллионов. Значит, будет больше, мы имеем право росписью дополнить, добавить. Но принципиально, вот, когда пошла информация, что денег не заложили, волки всех съедят, это совершенно, как я сказал, неправда, деньги заложены. Так что выплаты сохранятся, причем до 2024 года включительно. Это поможет таким охотникам, как Игорь Вихрестюк, пусть не окупить, но хотя бы немного компенсировать затраты на охоту. И не исключено, что мотивирует молодых ребят стать волчатниками, раз есть трехлетняя перспектива. Кроме того, Владимир Уйба предложил выдавать главам поселений дежурную путевку на отстрел волка на случай, когда зверь заходит в населенный пункт и представляет угрозу для людей.